Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24, это проект «Испытанный на себе». Сегодня наш выпуск будет посвящен очень благородному делу, это донорство крови. И сейчас мы находимся в станции переливания крови города Якутска. И давайте посмотрим не только на сам процесс, но также расскажем вам обо всем поподробнее. Следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Ранее кровь сдавали? Да. Хорошо. Телефон действующий, да? Если раньше снимите, у вас работа снизу. Друзья, чтобы пройти регистрацию, нужно с собой взять два документа. Это паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Просто заявление заполните. Вам полагается компенсация в размере 1459. Обязательная мера поддержки на питание. Карты на какие нужны? Последний раз вы сдавали кровь в 23-м году. 23. В случае, если, допустим, донор сдает чаще кровь, то вот эта социальная выплата, она выше становится, да? В течение года, если донор сдает кровь, то, соответственно, компенсация с соцподдержкой будет составлять 5254. В третьем году, когда вы сдавали кровь, то есть у вас еще ваша кровь заложена на карантин. То есть сейчас вы сдадите кровь, и, соответственно, у вас возьмут анализ, и вашу предыдущую кровь уже выдадут в лечебное учреждение. То есть То есть она до сих пор лежит в банке ничего себе. крови. Ваш порядковый номер будет 75. Внимательно проверяете свои персональные данные. Если все верно, заполняете анкеточку. Обязательно внимательно читаете информацию, как раз здесь про карантин сказано. Информационное согласие на ВИЧ-исследование и обработку персональных данных. Хорошо. Все. Так. Вакцинация, если от клещевой энцефалита. Вы указываете, когда. Там уже у врачей будет видно. да? Они Тут- вам подскажут. Тут пишу да? Да. Если ставили, да. Да. И можете поставить месяц. Испытано на себе. 75. Спасибо. Третий тоже по электронному. После прохождения регистрации каждому пациенту каждому донору дается порядковый номер. И уже дальше все передвижения идут по электронной очереди. Первый кабинет – это кабинет номер 1, и здесь я сдал кровь на анализ. И мы сейчас можем посмотреть, как он производится. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть гематологические анализаторы, где мы делаем общий анализ крови. Вставляем кровушку. Сейчас через пару секунд уже будет виден результат. В особенности нас интересует гемоглобин. Уровень гемоглобина должен быть у мужчины от 130 до 160 грамм на литр.
Аппарат позволяет достаточно быстро, да, провести анализ? Да. Достаточно быстро проверяется. Тут вся лейкоцитарная формула, уровень гемоглобина, тромбоцитов, все видно. Распечатываем результаты. Тут мы делаем уже для первичных доноров, определяем группу крови. Так как бы вы повторный донор, мы у вас уже не будем. Вы сдавали в 2023 году. И группа Всё, крови да. не меняется. Группа крови не меняется, да. У вас гемоглобин 161. 161. Ага. Это нормально. Это нормально. Тут записываем уровень гемоглобина. И распечатываем результаты для вас. То есть в основном вот этот аппарат, он делает анализ на гемоглобин. Да. Если интересует, например, человек приходит сдавать на тромбоциты, тогда еще смотрим уровень тромбоцитов. Вот у вас, например, идет 327. Это тоже норма. То есть я мог бы сдать тромбоциты? Да, могли бы сдать тромбоциты. Там уже как бы смотрим и гемоглобины, и тромбоциты, и лейкоцитарную формулу тоже проверяем. Сегодня 76 приглашается в кабинет номер 2. Так, после анализа далее по электронной очереди также мы идем в третий кабинет. Это кабинет трансфузиолога. Здравствуйте. 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 Так, Ачиров Руслан Валерьевич. Проверяем группу крови. Все нормально было? Да. Ну, эти анализы вы можете оставить себе. Так, последний месяц была вакцинация, да? Не месяц, а в апреле. В апреле. Это чего? от клещевой энцефалит. Ага. Ну, это допускается. Прошло уже больше месяца. Это в течение месяца, в течение года. Самочувствие как? Нормально? С утра покушали? Чуть-чуть. Ну, кашку. Последний месяц ничем не переболели, никакие лекарства не принимали, да? Нет. Соматически как? Здорово? Соматически это как? В целом? Хронических заболеваний нет Нет, у вас? нету. Операции в жизни были? Были. Что за операции были? Правая нога, этот штифт вставили. Скажите, вот в регистратуре мне сказали, что донация, которая была в 2023 году, кровь до сих пор находится в карантине, да? Что это означает? Каждый раз, когда делают донацию, кровь, она закладывается на карантин, то есть ложат ее в холодильник на 4 месяца. Первый раз, когда вот сдаете, берут анализы на инфекции, такие как ВИЧ, сифилис, гепатит, да? И потом через 4 месяца мы обязаны взять повторно анализы по истечении 4 месяцев и далее, да, получается. И потом, если второй раз будет все отрицательно на инфекции, да, только в этом случае мы уже выдаем Дальше уже идет. Дальше идет на выдачу. Вот что по поводу почетного донора, кто ими становится? Почетные доноры, почетным донором может стать любой человек, кадровый донор, да, который, получается, периодически у нас сдает. Донация должна быть обязательно на безвозмездной основе. Вообще сама донация является безвозмездной. Это в нашей республике с 2013 года начали социальной поддержкой сдавать кровь. Да? И вот при социальной поддержке вот эти донорства, они не учитываются на почетное донорство. Вообще донации должно быть 40 в количестве. Ее можно цельной кровью 25 раз сдавать, и можно потом добрать с плазмой, получается. Это в целом где-то примерно 8 лет, да? Да, где-то 6-7 лет, 6-7 в зависимости от сколько раз человек сдает, и у мужчин и женщин тоже различается, потому что женщины в год могут сдавать только 4 раза максимум, да, а мужчины 5 раз.
Ну, я еще слышал, что с 2021 года можно стать донором еще и костного мозга. Как это происходит и что это такое вообще? Помимо донации мы еще занимаемся костным мозгом, донорством костного мозга. Люди к нам приходят, сначала заявку делают через госуслуги, если там набрать в поисковике слово «костный мозг», сразу выводится и подать заявку на костный мозг. Да? Подают, потом мы смотрим, все, и по номеру телефона звоним и приглашаем на предварительную консультацию, получается. Обязательно там возраст должен быть до 35 лет и, конечно же, совершеннолетие. Человек должен быть абсолютно здоровым, но есть некоторые эти относительные противопоказания, но об этом уже, когда придут на консультацию, мы уже оговариваем, получается. Приходит человек, заполняет анкету про свои заболевания, там, операции, анамнез жизни, да, получается. И потом мы берем 3 мл крови, анализ, и отправляем ее в город Киров для генотипирования, получается. И после генотипирования человек уже вступает в Федеральный регистр костного мозга, то есть в базу данных. Это база данных по всей России, получается. И потом ждет звонка, получается. Да? Но бывают такие совпадения очень редкие, 1 на 10 тысяч человек, да, получается. Но тем не менее у нас в нашей республике были доноры, где-то человек 5, и они уже были донорами костного мозга и до сих пор ходят к нам как кадровые доноры. То есть это в случае какой-то потребности именно вот по ДНК, да? То есть да, по ДНК, если требуется есть, костный мозг, да, то можно помочь человеку. Да. Процедура сама является безвредной. Есть некоторые мифы, но бояться нечего, если человек здоровый и молодой. Да? Даже некоторые люди становятся донором по несколько раз. Полостных на сердце, на легких, на животе не было, да? Нет. Зрение как? Чуть-чуть ухудшается, кажется, но в целом нормально. Не знаете, на диоптрии? Очки, линзы не носите? Нет, ну, почти 100. Хорошо. Давайте измерим давление. Выпрямите руку немножко. Вот Как? Так, Вот так? выпрямите. И расслабьте. Давление хорошее, 120 на 80 составляет. Так, пойдемте туда, надо кожные покровы посмотреть. Так, руки вот так, и наверх рубашечку. Сзади. Хорошо, все спускайте. И на весы. Вот сюда. Обувь можете не снимать. В обуви, да? Да, я вычту. Ну, по идее, где-то Рост 99. примерно 1,80 м, да? 1,80 м. Так. Все, у нас на этом осмотр окончился. Сейчас идете на 4-й этаж, на сдачу уже. Хорошо? Давно не сдавали, поэтому после сдачи минут 5 нужно будет посидеть на кресле и потом спускаться по лестнице осторожно. Хотелось бы отметить, что донорство костного мозга для именно получателя его, это практически, можно сказать, последний шанс. То есть это заболевания, связанные с кровью, онкологические, и поэтому это дело очень благородное. Ну а сейчас мы переходим уже далее. Нам нужно пройти на 4-й этаж. Испытано на себе. Здравствуйте. Давно сдавали, да? 23-м.
Так, а мы с вами можем сейчас пообщаться, да? Или не очень как-то? Как хотите. Да? Да, можно общаться, чтобы вас отвлечь, Хорошо. потому что это стресс тоже. Да-да-да. Ой. Так, Вам не щас. надо бояться, у вас вены хорошие. Все хорошо, все. Все нормально. Так, ну, друзья, давайте сейчас, пока идет процесс, познакомимся с заведующей отделением Любовь Давыдова. Расскажите, вот в целом доноры, да, приходят, сдают кровь, это сезонно или, допустим, постоянный поток идет? Это постоянный поток. Ну, некоторая сезонность есть. Это летом спад, когда у нас студенты уходят на каникулы, и люди уезжают в отпуск. Но он незначительный спад. Все медицинские организации все равно мы обеспечиваем необходимыми компонентами донорской крови. А вот, допустим, кровь люди сдают, она распределяется, ну, понятно, по группам крови, да, и на что еще разделяется кровь? Вот сейчас вы кровь сдадите, она у вас разделится на эритроциты и на плазму. И можно еще разделить на тромбоциты. То есть кровь у нас состоит из жидкой части, это плазма, и из клеточной части, это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Мы их разделяем на эритроциты, на плазму и тромбоциты. А за одну донацию забирается, я знаю, где-то 400... Да, 450 миллилитров крови и берем где-то 40 миллилитров на лабораторные исследования, потому что вся донорская кровь у нас исследуется на инфекционные заболевания. Также мы определяем группу крови по системе АБНО, фенотип и антиэритроцитарные антитела. А какая самая редкая группа крови? Самая редкая группа крови – это 4-я отрицательная. 4-я отрицательная. То есть у меня 4-я положительная, это тоже как бы... Но 4-я группа вообще редкая. Но среди 4-й группы есть резус положительный, резус отрицательный. Резус отрицательный еще реже. Но 4-я группа – это тоже редкая группа крови. На земном шаре населения, наверное, носители 4-й группы где-то от 7 до 10%. Ух ты! Да, вот да, значит, вы тоже донор редкой группы крови. А вот вы сказали, что разделяется на плазму, ну, вот на эритроциты, а вот именно вот эта группа крови, она, плазма подойдет только определенным? Да, конечно, нужно переливать больным кровь от донора соответствующей группы крови. Допустим, у нас больной с 1-й группой крови, ему, конечно, нужно переливать 1-ю группу. А эритроциты не важно, да? Ну, у нас считается донор 1-й группы универсальным донором. Она подходит, в принципе, для всех доноров. 1-ю группу можно переливать, но только в экстренных ситуациях, когда это угрожает жизни. И, допустим, у вас вот редкая группа крови 4-я, ну, нету такого донора. Вам будут переливать, ну, чтобы спасти вашу жизнь, 1-ю группу крови. Но это случаи редкие, спорадические. То есть, да, но вообще 1-я группа – это универсальная. Но носителю 1-й группы перелить, допустим, 3-ю нельзя? Ни в коем случае. Ни в коем случае. 1-я только 1-я. А вот 1-я подходит всем. И она самая распространенная? Конечно, она самая распространенная на Земле, она и самая древняя. Самая древняя. Да. Вот, как сказать, ну сейчас же, ну скажем, вот эта тема СВО, то потребность в крови есть, конечно, и там, допустим, не будет возможности определить группу крови. Желательно тут же переливать 1-ю отрицательную. Она считается вообще универсальной. 1-я отрицательная? Да. Сколько примерно времени занимает донация? Это зависит от просвета вашей вены, зависит от вязкости крови. В среднем от 4 до 9 минут. Где-то так. А, кстати, видно, то есть это уже там выполняется. на аппарате видно скорость потока, сколько взяли у вас, сколько времени, все там есть, все фиксируется. У каждого это индивидуально. Ну и всегда рекомендуется донорам, особенно если это делается редко, то несколько минут побыть в спокойном состоянии. Конечно, да? конечно. Кроводача все равно это для организма стресс. Это же не ваши обычные условия, правильно? Хотя эволюционно человек создан, ну, микротравмы всегда нас преследуют. Поэтому природа так и нас наделила. И свертывается кровь, и не свертывается кровь. Ну, каждый день же вас не укалывают, правильно? Все равно это стресс для организма. Вот.
Но, с другой стороны, вы приносите пользу. С одной стороны, тоже это хорошо. С другой стороны, для организма стресс, но этот стресс незначительный. Но зато человек, когда сдал кровь, у него кратковременное такое состояние эйфории. Потому что при кроводаче сразу повышается уровень гормонов. Вот. Ну, конечно, рекомендуется, конечно, посидеть. Но у всех по-разному реакция на кроводачу. Но в целом-то таких вот осложнений, реакций редко бывает, когда редко. В принципе, исполнение донорской функции – это, в общем-то, благородное дело, и никакого вреда для организма нет. Ну, наоборот, мне кажется, даже польза. Да? То есть Да. потом же организм восстанавливает. Вот Конечно, этот, да. У вас омолаживаются, новые клетки вырабатываются. Стресс в смысле, в хорошем смысле. Для вас это стресс в хорошем. Ну, он кратковременный. То есть, да, почти пол-литра крови, и потом в течение там... Да, через 2 месяца эритроциты восстанавливаются, новые клетки из костного мозга выбрасываются в кровеносное русло, и, в общем-то, вы можете через 2 месяца опять прийти и сдать. А с чем связано то, что мужчины могут сдавать, по-моему, 5 раз в год, да, а женщины 4? Связано с тем, что у женщины есть физиологическая кровопотеря. Все, понял, точно. Цвет темноватый как будто, да? Или Значит, так у вас кажется? хороший гемоглобин. Да? Да. Если светлый, это гемоглобин низкий. У вас хороший гемоглобин. Но кровь, она и будет темная. Это же венозная кровь, это не артериальная. У нас артериальная кровь насыщена кислородом, а это венозная кровь, которая кровь течет в вашем организме, попадая в гемоконтейнер, она уже другая, эта кровь. Она уже меняет свои физико-химические свойства. Для Для меня клеток крови тоже это стресс. Да, Они да. попадают в другую среду. Для меня было немножко, я думал, что вот когда в 23-м году я сдал, допустим, кровь, да, был донором, то она практически сразу передается дальше, да, ну, то есть на потребности, например, если понадобилось. А оказывается, она находится под карантином до тех пор, пока я не сдам анализы или не... Да. Но это плазма под карантином, а эритроциты, они уже выдаются на следующий день. После того, как мы провели лабораторные исследования, и все у вас анализы в норме, эритроциты, конечно, выдаются. А эта плазма складывается на карантин на 120 суток. А сколько она может вообще, плазма крови, храниться? 3 года. 3 года? При температуре минус 30 и ниже. 3 года. И вот сейчас я сдам, если все будет нормально, то та плазма, которую я сдавал в 23-м году, она уже пойдет Да, дальше. конечно, она пойдет на выдачу. А вот это будет лежать 120 суток, поэтому через 120 суток нужно будет прийти, и, если хотите сдать кровь или сдать отдельно просто на пробирке на анализ. Ну, это один из путей, так скажем, повышения, чтобы трансфузия была безопасна для реципиента. Потому что вы можете сдать, допустим, вы заболели, никаких проявлений нет внешних, клинических, находитесь там в период латентной или инкубационном периоде инфекции. Не всегда лабораторные тесты могут это выявить, поэтому и складывают на 120 суток. Наша работа направлена вся на то, чтобы мы выпускали безопасные, эффективные компоненты крови, чтобы принесли они максимальную пользу больному, без ущерба для его здоровья. Все-таки это чужеродная ткань, все равно это чужеродная. Потому что все люди разные, человек как устроен, клетки вот переливают, есть же лейкоциты и лимфоциты, они сразу распознают чужака. Но все равно мы делаем пробу. Почему переливаем первую в первую? Но это мы только эти антигены. А антигенов очень много, их более 500. И сделать совместимость по 7500 антигенов это невозможно. И все равно, даже мы переливаем совместимую кровь, но она все равно чужая. Ну да. Она все равно чужая. Ну, порой это бывает единственный способ, да? Конечно, да. Ну, примерно похожие, вот одинаковые группы, абсолютно идентичные, это будут у однояйцевых близнецов. Вот у них идентичная группа крови. А так, переливая от одного человека к другому, конечно, это чужая кровь. Это чужеродная ткань. Ну, совместимо, людей спасаем. Без этого никак. Потому что замены крови на сегодняшний день нет. Ну да. Искусственной крови нет, крови-заменителей нет. Какие-то выполняют, но только отдельные функции крови, а в комплексе нет. Поэтому доноры нужны,
И нужно сдавать, приходить, выполнять свой Кстати, гражданский сейчас долг. можно обратиться, пользуясь случаем, да, Да. чтобы... Пусть люди приходят, сдают. Это великое, благородное дело спасать своих соотечественников. Поэтому приходите, сдавайте. Ну, если нет, конечно, противопоказаний. Вот так бывает, да, люди хотят сдать, а у них противопоказания. Но это уже на стадии, так скажем, осмотра. Врач-трансфузиолог все выявит противопоказания. Или даст добро на кроводачу, и вы станете донорами, будете исполнять донорскую функцию. Или сделает отвод. Постоянно, да? Постоянно работаем. А сколько там уже набралось? Мало? А это я, наверное, то, что разговариваю, отвлекаюсь. Гемоглобин сколько, девочки? А вот, у вас очень высокий гемоглобин, поэтому кровь густая. Поэтому может не очень быстро идти. Ага. А Ну, вообще сейчас вот вы сдадите, густая вам кровь сразу тоже же легче не будет. очень хорошо, да? Да, для вас. Ага. А какие вот есть... для сдачи это хорошо? Или... Ну, для нас, для компонентов крови, чем выше гемоглобин, тем лучше. Мгм. Просто вам это, конечно, высокий 164, ну, уже пограничность. Выше 160 это уже высокий гемоглобин. Текучесть крови уже не такая. Могут образовываться микротромбы, поэтому все-таки нужно следить. То есть нужно как-то, наверное... Ну, посмотреть, почему у вас разжижать. гемоглобин. Да, разжижать. Или у вас лишний вес, я не знаю. Или, ну, в принципе, можете стать регулярным донором. Каждый раз при каждой кроводаче гемоглобин контролируется. А. Да? Сколько Муся там осталось? 378, поток 7. Так, тогда надо... Сегодня нужно такой легкий день, чтобы у вас был, чтобы вы пребывали в зоне комфорта. Значит, сейчас придете, покушаете плотно, ну и в течение дня старайтесь больше жидкости. Физические нагрузки лучше избежать, в баню лучше вообще не ходить. То есть должен быть такой для вас легкий, комфортный день. Приятно. Ну, большое вам спасибо. Ага, Спасибо. всего доброго. Давайте. Немножко. Больше? Испытано на себе. Друзья, сейчас я сдал свою донацию. Сказали повязку не снимать в течение 4 часов. Но давайте мы еще посмотрим, что можно сдать здесь и что происходит с кровью дальше. Любовь Егоровна, это, я так понимаю, сдача тромбоцитов происходит. Да. Это аппарат специальный для того, чтобы выделять тромбоциты. Что такое тромбоциты? Тромбоциты – это клетки крови или по-другому называются кровяные пластинки. Для чего они нам нужны в организме? Допустим, вы порезались, у вас порез, и чтобы быстренько это закрыть, туда приклеиваются тромбоциты. Чаще всего для кого мы готовим тромбоциты? Это компонент крови для больных, которые страдают гематологическими заболеваниями, онкологическими заболеваниями, и для тех больных, у которых кровотечение. Потому что тромбоциты отвечают за функцию, так скажем, ну, по-простому, если сказать, останавливают кровотечение, закрывают дефекты сосудистой стенки. И поэтому, конечно, этот компонент крови достаточно дорогой, чтобы получить его на аппарате. Вот они вот так вот выглядят. Сейчас я вам покажу. Вот они, Это тромбоциты. Да, уже они выделены. плавают, там клетки крови в плазме. Они плавают в плазме, а цвет придает плазма, желтый цвет. Значит, почему дорогое удовольствие? Вся система это одноразовая. Сама система стоит очень дорого. И кроме того, донору мы платим компенсацию 10 215 рублей. Если за кроводачу мы платим 5 тысяч где-то, то за тромбоциты 10 215. Тромбоциты человек сдает в том случае, если у него количество своих тромбоцитов 200 клеток и выше. Через 2 недели он тоже может повторно прийти и сдать тромбоциты, но опять же при условии, если у него клеток будет достаточно. То есть вот
донор сел, мы просто его укололи. Уже машина сама умная, полностью, видите, кровь забирает, как у вас, видите, темная. Тут все разделяется, и машина, аппарат выделяет только тромбоциты. Плазма, лейкоциты, лимфоциты, все ее родные обратно возвращаются донору. Поэтому через 2 недели можно прийти и опять сдать. Понял. Хорошо. Так, ну, кстати, вам большое спасибо за такое благородное дело. Ну, а мы сейчас посмотрим, что происходит с кровью дальше. Это нам нужно пройти вот в этот кабинет. Здравствуйте. Это у нас отделение фракционирования крови. Что значит фракционирование? Кровь разделяем на фракции, вот на этих вот центрифугах. Это называется многофункциональные центрифуги. Тут есть специальный режим. Ну, это медицинская техника, она довольно сложная и в обслуживании, и в эксплуатации. То есть нужно совершенно четко соблюдать все инструкции, прописанные при эксплуатации этой центрифуги. Для чего? Я же вам сказала, клетки крови – это живая ткань, чтобы их не повредить. Ну вот смотрите, после кроводачи у нас кровь разделилась на эритроциты, видите, они на дне. И это плазма светленькая, тоже желтая. Плазма переливается в дополнительный мешок, вот. А эритроциты вот остаются. Здесь. То есть центрифуга, она делает, ну, понятно, что это... Да. И за счет... Под силам центробежных сил кровь разделяется. Так как эритроциты у нас более тяжелая фракция, они на дно, а плазма это, ну, почти вода, да, содержит белок, витамины, гормоны, она наверху. И потом, вот смотрите, этот аппарат называется плазмоэкстрактор, с самотеком, совершенно все просто, перетекает в дополнительный мешок. Тоже все стерильно, все одноразово. Можем дальше посмотреть. Дальше что же с этой плазмой у нас происходит? Я сейчас посмотрю, они заморозили ее, нет? Наверное, заморозили. Уже заложили. Ну, они уже заложили. Хотела вам показать. Ну, можете посмотреть. Плазму, да, замораживают. Можете подойти, хотя бы монитор посмотреть. Температура минус 45. Это как глубокая заморозка. Вот овощи же замораживают, вот так же плазму. Для чего это делается? Для того, чтобы сохранить все свойства плазмы, что в ней есть. Поэтому в течение часа при такой температуре плазма замораживается. Называется шоковая заморозка плазмы. Это как в январе в Якутске температура. Да, нет, но тут, как сказать, под прессом. То есть... так просто бросишь, что не. А надо, чтобы она равномерно замерзла. Видите, под прессом. А это аппарат для... Вот эти вот наши тромбоциты. Видите? Вот, они тут хранятся. Вот в течение 5 суток они должны все время качаться. Ничего себе. Да. Температура плюс 22 градуса. Для чего? Для того, чтобы они не склеились. Я же вам говорила, вы порезались, они быстренько склеивают рамку. Да. А тут, чтобы они не склеились, нужно... Поэтому они должны быть качаться. Качаться, да. Потом выдаем в больницу, там переливают. Все. Здорово. Но потом плазму после того, как это заморозили, можете здесь снять. Ого. Видите, тут минус 76, сюда на хранение. Вот здесь можно 3 года хранить. 3 года. Это морозильная камера называется, ультра низких температур. Да, очень интересно. Но, как видите, друзья, сегодня мы с вами не только познакомились со станцией переливания крови, у нас уже был подобный выпуск, где мы также обо всем подробно рассказывали, вела Татьяна Ющенко, но сегодня я тоже испытал на себе это благородное дело, и я думаю, что моя сдача крови обязательно пригодится. Ну и призываем вас также становиться донорами и сдавать кровь, тромбоциты, но также можно стать донором костного мозга. Испытано на себе. Так, но после сдачи крови нужно подойти обратно в регистратуру, и сейчас мы сейчас объясним для чего. Здравствуйте. 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 Скажите, что после сдачи крови получает донор? Вы за справкой, да, подошли? Так, можно получить справку. Так, вы берете справку на работу, эта справка вам дает отгульные дни, и вы можете взять и добавить ее к отпуску.
В течение одного дня? В течение одного года, да. Имеется в виду, выдается один день, да? Отпуск? Выдается 2 дня на усмотрение вашей администрации вообще. Понял. Хорошо. Ну, нельзя не воспользоваться такой возможностью. Что еще получает донор? Справка на работу вам будет выдана и денежная компенсация на реквизиты, которые вы ранее указывали. Все. Фамилия ваша как? Очиров. Сверху выдается вот ваша справка на работу. Снизу идет уникальный код для приложения, по которому вы можете просматривать свои донации и свои анализы. Хорошо, спасибо. Так, ну, как видите, друзья, занимает это не так много времени, и плюс вы получаете еще и дополнительные дни к своему отпуску, также существуют социальные выплаты, но самое главное, это вы приносите пользу обществу и, конечно, спасаете жизни других людей. Ну, а это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. Всем желаем здоровья и до новых встреч!